эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В студии Ульяна Рожкова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске: вкус успеха, история и развитие винзавода Ач-Баяшта, беспризорные животные, стерилизация как решение весомой проблемы. Вспоминая Людмилу Ночкебе, жизнь, которая достойна памяти. Среди лесов и виноградных полей в уютном селе Лабра зародилось новое предприятие, наполненное ароматом винограда и звуками работающих механизмов. Совсем недавно тут открылся завод по производству вина Ач-Баяшта. Виноградные поля, 70 гектаров, живописные виды и, конечно же, вкусное изысканное вино – настоящий рай для приезжих туристов и местных жителей. Мы посетили новое предприятие и узнали об амбициозных планах его руководителей. Винодельня Ач-Баяшта – это не только производство вин, но и уникальное место для туристов. 70 гектаров виноградников, расположенных в живописной местности в селе Лабра, привлекают любителей вина и красивой природы. Саженцы винограда, привезенные из заповедника Равшеда в Италии, то есть Мерло, Марселан, Изабелла, Каберне-Савиньон, дают основу для создания наивкуснейшего вина. Развитие винодельни способствует развитию местного туризма и созданию новых рабочих мест. Винодельческая отрасль в нашей стране набирает обороты. Среди абхазов виноделие имеет глубокие корни, которые уходят далеко в древность. Гастрономический туризм, связанный с дегустацией вин и посещением виноделин, становится все более популярным. Винзавод Ач-Баяшта начал свою работу совсем недавно, но официально пока не открыт. В планах у руководства построить в Лабре шато по типу европейских, которое будет представлять интерес и с точки зрения экотуризма. Экспорт винных изделий планируется с следующего года. Планируем выход на наш местный рынок, а также и на российский рынок. Это большой комплекс, это такой винный гастротур с абхазским стилем. То есть люди будут видеть у нас, как происходит сбор урожая, как у нас происходит переработка и заканчивать все это дегустацией. Также они будут видеть зал истории абхазского виноделия, где будут артефакты, как раньше делали вина. Важная составляющая любого винного предприятия – это виноград. История создания виноградника в селе Лабра связана с печальными событиями. По словам Аслана Ачба, в 2013 году его отец совместно с идеей Николая Ачба посадил около 3 гектаров винограда в своем родовом имении. Со временем это дело стало развиваться и встал вопрос о поиске более обширных территорий. Выбор пал на земельный участок в селе Лабра, где больше площади и плодородная почва. Сейчас можно и не заметить конца виноградника, площадь которого составляет 70 гектаров. Но, к сожалению, увидеть эту красоту отец Аслана не смог. Большим партнерам была предложена идея освоить первые площади виноградников. Это был небольшой участок дома площадью 3 гектара. После того, как мы его освоили, стало видно и понятно, что получается, техника нам позволяла освоить новые территории. Новая территория это была площадью 15 гектаров. Начали мы ее осваивать, проводились подготовительные работы к посадке виноградников, и в период этого, в 2015 году, у нас случилась трагедия, погиб отец. После этого желания и такого стимула не было, но, собрав все силы в кулак, при полной поддержке Николая Владимировича Ачба мы продолжили начатое дело и дошли до площади 70 гектаров. Чтобы получить качественное вино, нужно регулярно ухаживать за саженцами винограда. В штате завода работают профессиональные агрономы, которые занимаются лечением и профилактикой ягоды. Сейчас главным мероприятием стала обрезка, от которой зависит будущий урожай. Запланировано у нас внесение удобрений, и в феврале с наступлением положительных температур мы будем начинать обработки против болезней. После обрезки у нас будет сухая подвязка, установка шпалеры на молодых виноградниках. Ну вот, как я уже сказала, внесение удобрений у нас будет и так далее. Потом зеленые операции с наступлением весны. Зеленые операции – это обломка по штамбу, обломка по рукавам и так далее. Обработки против болезней, против вредителей, культивации. Это все в течение сезона. В уходе за таким большим количеством саженцев не обойтись без специальной техники. Технику мы используем преимущественно именно европейского производителя, так как она вся специализирована.
При больших объемах без техники сделать абсолютно невозможно, потому что есть автоматизированная техника. По технике мы можем пройтись. Это у нас итальянская техника, компания Баргам. Это у нас опрыскиватели. Опрыскиватели служат для обработки винограда, так как виноград у нас заболевает разными грибковыми заболеваниями. Есть тенденция в Европе к винодельню, но при больших объемах это сделать сложно. По тракторам. Это, в принципе, наши главные помощники. Они у нас тоже итальянская компания «Само». То есть это все, что у нас здесь есть, это именно специализированная техника под виноградники, проектированная и сделанная под форму нашей посадки. Открытие завода привело к появлению рабочих мест, особенно для жителей сел. В целом планируется предоставить большое количество рабочих мест, созданных в рамках этой программы. Также на работу будут привлекаться лучшие выпускники Национального университета, которые заканчивают агроинженерный факультет. При винодельне рабочие места, как только у нас уже закончится строительство административное здание, у нас там будет лаборатория, у нас будет целый штат бухгалтерии. На данный момент мы привлекли ребят, которые учатся делать вино, которые уже в этом, скажу, неплохо разбираются в тех или иных технологических процессах. Мне приходилось в нашем Абхазском государственном университете проводить лекцию в целом о том, как у нас происходит работа на виноградниках. Они также посещали нас и не раз. То есть в дальнейшем, возможно, самых лучших ребят мы будем привлекать к той или иной работе, проводить им стажировки. Такие места придают имидж стране и выводят ее на новый уровень. Ульяна Рожкова, Нарсул Цулуке, Абхазское телевидение. Жизнь, достойная памяти, большую часть которой она отдала образованию, книгам и подрастающему поколению. 5 декабря человеку, посвятившему себя библиотечному делу, преподавателю АГУ, сотруднице Сухумского дома юношества Людмиле Начкебе, исполнилось бы 70 лет. Ее памяти посвящен репортаж Гугуса Вардания. Ее призванием было дарить людям тепло души и радость. Мудрая, внимательная и целеустремленная Люда Начкебе всю свою жизнь посвятила образованию молодежи, родному языку и, конечно, Национальной библиотеке, фонд которой со всех сил она вместе с коллегами спасала в тяжелое военное время. Она была единственный специалист по библиотечному делу в Абхазии. Конечно, Людочка все отдала образованию, все отдала книгам, все отдала библиотечному делу. Особенно в первые дни войны, когда она началась, нас всех перебросили в Гудауту. Я ее долго ждала. И она приезжает: Людочка, бабас. Она говорит, используя своих, невзирая на национальный признак, сотрудников, Картуа, Псуаурес, все, кто был, она смогла газетный фонд, журнальный фонд, краеведение в подвал занести. И на самом деле они сохранились. А что мы в Гудаутах делали? Конечно, Люда была непоседа, и для нее самое главное это была библиотека. Она все время переживала, сохранится, не сохранится, а попадет бомба, будет уничтожена или нет. Она договорилась с Леонидом Ивановичем Лакербай, и он дал нам машину. И мы ездили по всем школам, сельским клубам, вдоль позиций, скажем так, вдоль Нового Афона, Эшира, там, где что-то можно было подойти и что-то взять. Мы очень много книг набирали, но был парадоксальный случай. Один раз мы попали в перестрелку. Водитель смог нас увезти в какое-то укромное место, а потом мы все шутили: Людочка, если бы мы на поле битвы погибли бы, сказали: ах, какие молодцы дамы, а тут случайные пули нас могли уничтожить. Помимо всего этого, она выпросила у Леонида Ивановича деньги, и мы с ней поехали в Сочи формировать библиотеку. Идет война, апрель месяц, мартовское наступление, это был ужас, мы все с вами знаем. И где бы мы ни пришли, очень дружелюбно нас встречали. И когда мы набирали литературу, в конце говорили: а вы не боитесь, что это вам не понадобится? И мы всегда шутили и говорили: человек должен обязательно надеяться. Образование превыше всего. И поэтому нам очень важно то, что нам
перебили, уничтожили, сожгли, мы должны восстановить. Вот такое отношение было у Людочки к библиотечному делу. Далила Пиля и Людмила Ночкебия впервые встретились в библиотеке. Впрочем, так было и со многими ее единомышленниками. Это были 80-е годы, начало национально-освободительного движения в республике. Подруг объединила любовь к родине, книгам и общая идея, что, невзирая на сложности, нужно идти вперед и создавать новое, особенно для подрастающего поколения. Каждый верил в светлое будущее. Людмиле Ночкебия было важно передавать свои знания и делиться ими с учениками. В первую очередь приходит в голову вот ее отношение к абхазскому языку. Она очень многое сделала для того, чтобы этот язык был, во-первых, популярен, имел особый престиж. И надо сказать, что для этого она всю свою энергию направляла. Тут и лото, и какие-то методички, и так далее. И самое главное, это вот живое общение с детьми. Надо сказать, что вот она организовала такой кружок, куда приходили дети, и она говорила о языке. Она, во-первых, говорила на своем языке прекрасно, и она детям прививала эту любовь. Вот мой сын, в частности, ходил к ней, и с каким удовольствием он все время спрашивал, когда мы пойдем. То есть она сумела детям всем вот этот вкус к языку привить. И это же такие вещи остаются с человеком навсегда. Готовая прийти на помощь в любое время, чуткая, спокойная, в то же время боевая и никогда не сдающаяся, Людмила Ночкебия умела дружить, вспоминают ее коллеги, друзья и одноклассники. Активная с детства, такого добрейшего, внимательного человека, вот с детства я не помню, не знаю. Боялась кого-нибудь обидеть, чем-нибудь. Если даже что-то у нее вдруг мелькало, какая-то фраза, она могла позвонить и сказать, может, я неправильно обидела кого-то чем-то. Но такого внимательного человека я давно-давно не встречала. Наверное, буду в дальнейшем, может, кто-то еще и будет, но очень хорошая, добродушная, ко всем доброжелательная. Были на Уатхаре, она поехала раньше, а я чуть позже в лагерь Сухумского дома юношества. И она уже была там, а я ехала на грузовике. И вдруг, значит, вот с теплой Рицы мы поднялись в холодный Уатхар, и я очень сильно замерзла. И когда я с грузовика сошла, Люда навстречу мне шла. Я говорю, Людка, я замерзла. Она тут же снимает с себя теплый свитер и одевает ее на меня. И вот это ее тепло, которое я испытала сразу же, вот это тепло я до сих пор чувствую. Ее уже сколько лет нет. Людмила Ночкебия окончила 10-ю горскую школу, а затем Сухумский педагогический институт. После окончания вуза начала работать в Национальной библиотеке. Затем она аспирант Московского института культуры и кандидат педагогических наук. Вот так вспоминала о ней при жизни ее подруга Сырогабния. Москва кандидат усумтанылхчуз. وبس تجلز شغلات نسزالج لويس زجهبان أبريا كانديدات وسم تيلخ جوز وبس إشباس فري نس إشتروا يبش مسكوا كلاك دو من كارا دود زيحتنك لك باقي يقو تردر ويقو تردر كيرخص خورتيا دربشو در دودزو وبرت ريفر جوقنا درراقر وحركنا ربش مريتزام وبرياك خبزجيز جارشوز Людка убрия кандидату сумтанылхчуз ва жаюк ежюк рынза академик чахпа закон убри заги езгвартон заги ярбанза лаге провинция шак зензел нпшцумха изныком конерхан рызгу быс шпасфари избанзер лусум тaqatzan хбыз шакрла я папс ге немец бызша Яраурус бызша алакун изарпшыз а немец бызшагала галана усиqa заюм такой усум такой пснакум Яраурус пила дудзигерчит замыст.
Людмила Ночкебе преподавала в Абхазском государственном университете, много лет отдала работе в любимом Сухумском доме юношества. Она никогда не жаловалась на тяжелый недуг, который мучил ее последние годы, вспоминают друзья, и продолжала любить свою жизнь, несмотря ни на что. Люду я знала давно, как преподавателя Сухумского дома юношества и как филолога очень высокого такого, скажем так, полета. Потому что она безупречно знала абхазский язык. А подружились мы с ней, вот прям серьезно подружились, и вот последние годы ее жизни. Уже настолько, что мы созванивались каждый день. Она все время что-то интересное находила. И, кстати, часто мы с ней говорили о фольклоре абхазцев, о нарском эпосе. Все время какие-то мифы, легенды. Она все время что-то вспоминала. И все время... Ее было интересно слушать. Она просто интересный собеседник еще была, Люда Ночкебе. И вот сколько лет прошло, когда ее вспоминаешь, такой острой печали нет, а есть какая-то светлая. Есть печаль, но она светлая, потому что она сама была очень светлым человеком. Ее любили все. 5 декабря Людмиле Ночкебе исполнилось бы 70 лет. Говорить о ней в прошедшем времени сложно, отмечают друзья. Она ушла из жизни слишком рано, оставив не только большой вклад в образование, но и частичку тепла в сердцах всех, кто ее знал. Гугут Савардания, Гинал Квинджа, Абхазское телевидение. Фонд помощи безнадзорным животным «Добрый город» провел акцию бесплатной стерилизации при поддержке администрации города Сухум. Стерилизация – это важный шаг в решении проблемы бездомных животных на улицах столицы. Любой желающий может записать своего питомца на акцию и навсегда решить проблему нежелательного потомства. Подробнее в нашем следующем репортаже. Зоозащитники и ветврачи единого мнения, что стерилизация – единственный гуманный способ сократить численность бездомных животных на улицах. В этом году это уже 6-я по счету акция стерилизации безнадзорных собак, которую проводит фонд «Добрый город». Финансовую поддержку фонду выражает администрация столицы. За прошлые акции им удалось стерилизовать 400 животных. Эти 2 дня, 7 и 8 декабря, по записи у нас уже более 100 собак записаны на акцию бесплатной стерилизации. Это как безнадзорные, так и хозяйские домашние собаки. В основном это бесхозные, безнадзорные животные, которые бродят по улицам нашего города. И мы при помощи отлова, который с нами сотрудничает, отлавливаем этих безнадзорных животных, доставляем их на стерилизацию, после чего к ним крепятся бирочки, что собака стерилизована, красные ошейники, которые говорят о том, что собака безопасно привита и не несет никакой угрозы населению. Таким образом мы выпускаем их в их среду обитания. Работая сообща, сухумские волонтеры отслеживают и отлавливают на улицах города безнадзорных собак и перевозят их в приют. Данная ситуация не безразлична и обычным гражданам, которые заботятся о дальнейшей судьбе четвероногих. Так Елена Арсень с самого утра привезла на стерилизацию собаку, которая осталась без хозяина. Было объявление, пост был в Фейсбуке, что собака беременная, собака в набережной Плурипше гуляет, искали хозяев или кто поможет. Мы поехали, ее забрали, и вот получилось так, что осталось у меня. То есть сейчас надо ее простерилить и искать хозяев, то есть ищем хозяев, потому что я считаю, что такая собака, конечно, должна оставаться в Абхазии. Это хорошая, здоровая, молодая. Спасибо девочкам-волонтерам, конечно, которые помогали мне и советами, и контактами, потому что одна, конечно, я не справилась, живу в съемном жилье, поэтому... Спасибо волонтерам за эти акции, которые помогают. Что денег на самом деле уходит очень много. Но чтобы вот так немножко ориентировались, то есть спасти щенка стоит от 20 до 50 тысяч. Операции животным проводил ветеринар из Гагры Аляс Смыр. Он также отметил важность и необходимость проведения стерилизации животных. За 2 дня акции планируется провести операции 150 собакам. Хотелось бы, чтобы каждый нес ответственность за то животное, которое содержит у себя дома, и относился
более трепетно, наверное, с любовью, и чтобы не выбрасывали бесконечное количество щенков в коробках, которые потом волонтеры подбирают на улицах нашего города. Это все видят дети, это все очень плохо сказывается и на психологическом состоянии человека. И поэтому хотелось бы, чтобы больше было ответственности, гуманности. На территории питомника «Добрый город» на сегодняшний день находится 35 собак. Некоторых привезли и отдали хозяева, других нашли волонтеры. Каждая собака нуждается в хозяине, но когда его нет, помощь волонтеров и такие акции помогают во многом облегчить жизнь животным и повлиять на безопасность на улицах города. Акция «Добрый город» продлится до 8 декабря. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Я и мои коллеги желаем вам хорошего дня. Всего доброго.